Сознание хаоса и степь, что наши сны организует. И мы во сне, то в лед, то вплавь, когда фантазия газует. сон, После драки кулаки, как говорил поэт, помашем, или до драки синяки. вздохнем, проснувшись, бьют по нашим. Кто бьет, Известно, дураки, мы им во сне еще покажем. С самого начала стихи Искандера, как эпиграф в каждой главе эпизода спектакля, задают тему. Потому что спектакль не монотонное повествование. Рассказ Мула поделен на части. И каждая – это отдельная история об особенностях жизни в советской Абхазии. От коллективизации до развенчания культа личности. Что это, если не строительство коммунизма? Ведь каждый здесь кузнец своего счастья. Но через все действие рефреном проходит фраза «Железа у вас будет много, но где вы будете доставать мясо?» Об этом беспокоится и Мул, ведь он-то знает, что среднестатистический Мул умнее среднестатистического человека. Однако признает интеллектуальное превосходство своего хозяина. Так, невзначай, в спектакле говорится о человеческой глупости и мудрости. Поднимается и национальный вопрос – «Ты такой же муленыш», — говорит главный герой о 4-летнем мальчике, сыне абхаза и русской девушки. Не политкорректно и на грани фола, но это Искандер, ему можно, ведь он и сам из этой команды. Эпизод с евреем сегодня тоже стерпела бы не каждая сцена, но в абхазском русском театре это смотрится органично и даже тепло, отметили зрители. Такое ощущение все равно теплоты есть, и ребята, конечно, молодцы, и режиссер замечательный. Понравился очень. Спасибо. Тема культа личности появляется в комедийном эпизоде. Большеусый не страшный, скорее смешной. Нет, его коварство и черное всесилие ничуть не преуменьшены. Но ирония делает образ Сталина в полной мере осмысленным. Его даже не нужно доводить до абсурда. Это сделала сама жизнь. Искандер показывает это в своих произведениях, Антон Корнилов в этом спектакле. Насчет фальшивого царя не переживайте. Я прикажу его расстрелять вместе с его фальшивой женой. Коллективизация, голодомор в Украине, репрессии в России – все, что ассоциируется сегодня со сталинизмом, напоминает день сегодняшний. Антон Корнилов уверен, что усмотреть историческую параллель между искандеровскими мотивами и сегодняшней реальностью нетрудно. Вот эта власть, которая, как Хабук персонаж говорит, уразуметь не могут, а берутся перевернуть всю нашу жизнь. Когда такие люди управляют, когда такие люди наверху имеют власть, тем более абсолютную власть, знаете, власть развращает людей, абсолютная власть развращает абсолютно. И в этом смысле я вижу абсолютные параллели с нашим временем, с теми несправедливостями, какие сейчас происходят. Со сцены звучат стихи Фазиля Абдуловича, но некоторые фразы написаны как будто сегодня. «Здесь небо – это средство для бомбежки». Или «Безумие новостей здравого ждет ума». Что это, спираль истории или работа над ошибками? Здесь, как вот Лотман говорил, текст оказался умнее автора. Как он говорил, что со временем, вот в контексте времени, да, если так герменевтически так смотреть на все это, то здесь в контексте времени, какой бы автор ни был умный, а текст его снова переигрывает. Он снова все это закольцовывается, и мы видим сейчас репрессии. И поэтому сейчас, мне кажется, это очень важно об этом говорить, чтобы не докатиться до таких масштабов и объемов, какие были вот этот 1937 год. Но, несмотря на ужасы и ужасное время, описанное в спектакле, и зрители, и сами актеры говорят о доброте и теплоте, которую испытывают от этой постановки. Возможно, потому что им доводится играть и видеть лучшие проявления человеческих качеств в условиях, где каждый день происходит беда. Там, в городе, одни люди отправляют других в далекий холодный край и даже убивают, рассказывают друг другу животные старого Хабуга.
Против них не попрешь, власть, делают вывод они. Но доброта всегда побеждает зло. И светом этого добра светится каждый персонаж спектакля, а особенно главный – Мул, которого сыграл Кирилл Шишкин. К сожалению, какие-то элементарные человеческие ценности, доброта, честность, в хорошем смысле наивность, простота в хорошем смысле, они, к сожалению, в наше время немножечко потеряны. И когда окунаешься вот на эти сколько там, час 40, на 2 часа вот в этот материал, как-то об этом вспоминаешь и, честно говоря, неохота в какие-то мгновения просыпаться, и хочется дальше здесь находиться. И мне, как Кириллу Шишкину, вот в этом мире, который мы попытались вам показать, ну, честно говоря, комфортнее, чем в нашем. Абхазский колорит и атмосферу сумел передать режиссер Антон Корнилов, даже будучи не слишком знакомым ни с Искандером, ни с абхазским бытом. В постановке весьма специфических сцен ему помогали сами актеры. Нет, мой старик не обманщик. То, что он думал о Карамане, он уже сказал. А теперь он просто выполняет обряд оплакивания. Ну, такой уж он у меня. Чтит обычай. Взыскательные зрители пришли проверить, справится ли режиссер со вселенной Искандера, наполненной магией и в то же время жутко реалистичной. И в итоге поставили спектаклю высший балл. Я сюда на этот спектакль тоже шел, немного опасаясь, но не узнать Искандера. Но я прям удивлен, приятно, потому что прям очень, и, во-первых, и фактура передана, и его сложность композиционная. Вот этим языком, немного эзоповым, немного народным таким. У Искандера это получилось, и у них получилось передать сегодня. Это просто, я очень впечатлен, так сказать. Не побоюсь этого слова. Сейчас времена такие, когда очень много эпитетов, много такие планку задирают всегда эпитетами. И поэтому всегда стараюсь обходить этих слов высоких. Но сегодня я прям очень приятно удивлен и прям советую всем посмотреть спектакль. Спектакль идет немногим меньше 2 часов и смотрится на одном дыхании. Смех, слезы, смех, сквозь слезы и тепло. Несмотря на серый антураж, испытываешь, выходя из зрительного зала. И немного страха. Ведь это как будто о сегодняшних нас. Но очень хочется, чтобы нет. Чтобы не приходилось искать метафоры, описывая реальность. Без угрозы оказаться в холодных далеких краях. Но в голове так и звучит. Безумие новостей здравого ждет ума. Безумие новостей здравого ждет ума. Марьяна Котова, Сосрыква Гухава, Абаза ТВ.